Ведь у нас в клубе есть и англичане 14 века. Вот типичные гражданки среднего достатка 14 века Англии. Вот обратите внимание, молодой человек с крестом бело-красный. Это Георгиевский крест, тоже представитель Англии 14 века. Далее у нас есть Новгородец. Его отличает такая глухая шапка. Потом руководитель нашего клуба представляет скандинава. Девочки тоже где-то Скандинавия, 10 век. И осталось два участника. Это представители БКЛ, где-то 12-13 век. Как вы видите, отличаются еще и луки. Итак, вот уже зрители заинтересовались. Это типичный представитель английского лука. Как вы видите, он имеет Т-образное сечение и использовался на вооружение англичанами вплоть до появления порохового оружия, то есть до середины 16 века. Вот этот маленький лук, мой, это типичный представитель восточного направления, то есть им были вооружены турецкие войска, монгольские. Вот отличительной особенностью являются вот такие кобылки. Они, вот сразу видно, кто плохо слушал Сашу. Для того, чтобы не была такая сильная отдача энергии к руку после выстрела. То есть они как бы стабилизируют вот эту силу. Дальше. Наверное, интересует вопрос по поводу наконечников. Расскажу так, что зазубренные наконечники использовались только для охоты. А в военных действиях, как правило, использовались обычные наконечники, примерно такие, как и у нас сейчас. То есть они имели такую цилиндрическую форму, но был такой нюанс, что крепились они не сильно, капелькой воска. И когда такая стрела попадала в рану, как правило, воск не позволял ему удержаться на древке, и наконечник оставался просто в ране. И как следствие извлечь его оттуда было очень сложно, и рана начинала гнить. На таких печальных нотах мы переходим к следующему конкурсу.